Паводле МУЗ падчас правярання быў высветлены неналежны догляд буйной рагатай жывёлы і грэбаванне неабходнымі ветэрынарнымі працэдурамі, якія і прыводзілі да гібелі быдла. У выніку падзеж склаў каля 400 галоваў буйной рагатай жывёлы на суму больш за 500 000 рублёў. Каб скаваць страты, дырэктар нібыта загадваў галоўнаму ветэрынару, галоўнаму бухгалтару і начальніку участку уносіць лжывыя звесткі ў дакументы. Крымінальную справу распачалі паводле артыкулу за перавышэнне службовых паўнамоцтваў. Падобных выпадкаў мноства. Гэтак у Полацкім раёне будуць судзіць брыгадзірку вытворчай брыгады аднаго з аграрных прадпрыемстваў за службовую безгаспадарнасць, у выніку якой загінулі 116 кароў і быкоў. Сілавыя ведамствы актывізаваліся ў кірунку выяўлення такіх фактаў пасля нарады ў Лукашэнкі ў канцы траўня. Тады былы старшыня саўгасу гарадзец абурыўся, што падзеж жывёлы дасягнуў у Беларусі гістарычнага максімуму. У выніку сілавікі адсправаздачыліся пра ўзбуджэнне 370 крымінальных справаў супраць аграрыяў. Миколай Лысянков, эксперт у пытаннях сельскай гаспадаркі, ўжо з намі на відэасувязі. Спадар Миколай, добрый вечар. Дзякуем, што далучыліся да нашага эфіру. Добрый вечар, спадар Миколай. Тое, што не ўвайшло ў сюжэт, так, нават губопік, як і ў выпадку палітычнага пераследу, таксама займаецца пераследам гэтых аграрыяў. Ну і тое, што не ўвайшло па лічбам, раней ужо паведамлялася пра 370 крымінальных справаў датычна працаўнікоў сельгазпрадпрыемства Беларусі. А КДК справаздачыўся пра прыцягненне да адказнасці 1400 чалавек. Пры гэтым, што ўсяго ў Беларусі 1500 гаспадарак. Атрымліваецца, ці не ў кожнай гаспадаркі Беларусі падзёж быдла. Значыць, это некая сістэмная праблема. Якія ў вас ёсць звесткі пра тое, наколькі маштабная гэта з'ява пераследу аграрыяў у розных раёнах Беларусі? Преследование аграриев было всегда. Коррупция в сельском хозяйстве, как было при колхозах в советские времена, так и последние 30 лет она так и длится. Потому что назначенные люди просто, они не собственники этого дела, и все хотят побольше заработать. Условно, и коррупция из-за этого. Основная, кстати, еще большая причина по коррупции – это низкая прозрачность решений, то есть распределение средств и прочее у нас засекречено. Все делается втихаря, где все тихонько делается, там можно и заработать, условно так сказать. То, что вот у нас аресты людей задерживают, это всегда было, да, и то, что мы видим, это вершина айсберга, и коррупция намного больше, чем есть на самом деле, мы ее видим, многого не видим. Спадар Миколай, вы кажете... знаете, для того... Я выбачаюсь, так вот переб'ю вас, бо вы кажаце, што карупцыя, але тут канкрэтны артыкул, гэта службовая нядбайнасць, да, службовая халатнасць. І вось на чым яна магла так палягаць масава ў Беларусі, што аж амаль 1500 чалавек асудзілі, а тут людзям турма рэальна пагражае. На чым парушэнне? Работать некому в Беларуси. Те же председатели колхозов, которых посадили, их же выпускают. Вот давайте вспомним пример. Криштопольч, директор сахарного комбината. В 2020 году его самолет разворачивали над Польшей. Был громкий там дело такое. По-моему, 13 лет ему присудили, он пару лет посидел. И сейчас работает директором агрокомбината в Реческом районе, в Гомельской области. А, кстати, его предшественница с этого агрокомбината сейчас, по-моему, в тюрьме или уже тоже отпустили, где-то в колхозе работает. За приписки ее посадили. То есть это круговорот, руководитель, круговорот специалистов Беларуси. То есть одного садят, другого выпускают. Работать некому. То есть 13 лет человеку дали за коррупцию, за приписки и прочее. И дальше же его на такое же место садят. Просто некому работать. Люди, нет конкуренции. Вот и есть соблазн на то, чтобы где-то что-то для себя притащить, утащить. Кто с такими рызыками? И прочее. Да, и пойдешь. Для чего следить человеку за тем же скотом, если это не его? Он все равно от этого больше не заработает. Если предприятие будет получать там миллионы прибыли, все равно это будет миллионы прибыли уходить на долги. Пытание дисциплины, спадар Миколая, про якую каже Александр Лукашенко, актуальное. Дисциплина, делают вид дисциплины. У нас на все делается вид. Делают вид, что выборы честные, делают вид, что у нас дисциплина есть в сельском хозяйстве, делают вид, что у нас бардака нету. Кстати, Лукашенко постоянно повторяет, что у нас бардак во всем.
ну, в сельском хозяйстве, вот сейчас картинка показывает, где коровы такие, как он назвал их, обосранные, да, это вот картинка, это лицо нашего сельского хозяйства, да, и у нас пока не будет хозяина на земле, он не будет стремиться сделать для себя что-то лучше. Все Ну, руководители добре. временные. Спадар Временные, Миколай, пока их не сняли, пока не посадили. ну, але раз сапраўды санкцыі так і абмежаванне з гэтымі ўгнаеннямі доступ так да нармальных там прадуктаў, як так это называется, прадукты харчавання для быдла там і так далей, можа сапраўды дысцыпліна тое, чаго не хапае, ці на чым мае, на вашу думку, сфокусаваць сваю увагу ўлада, каб выправіць эту сітуацыю з катастрофы? Ну, вот смотрите, вот возмещение ущерба и прочее, да, вот людям те же за падеж, возмещение ущерба надо делать, возмещение ущерба от санкций. Вот Беларусь терпит там миллиарды долларов убытков из-за санкций. Вот кто виноват в этом? Лукашенко, но его же не посадишь в тюрьму. Соответственно, также и по всей цепочке вверх. То есть это на всех уровнях идет. И просто это то, что нам показывают, это единичные случаи, которые нам показали. А падеж скота, как вы сказали, в каждом колхозе по преступнику, можно сказать, да, в каждом колхозе есть нарушения. Это, можно сказать, даже самый передовой колхоз взять, агрокомбинат или прочее, там будет нарушение в технологии содержания скота, что приводит там к потерям определенным. Просто где-то на это глаза закрываются, а где-то, уже нельзя глаза закрывать, поэтому и делают громкие такие скандалы. И, как говорится, бей своих, чтобы чужие боялись. То есть наказывать, тоже безнаказанно ты не оставишь. И в то же время у нас разоблачение вообще этих вот всех средств Беларуси, вот тот же народный контроль какой-нибудь, вот приедете с камерой, снимите это. Вас же экстремистам сразу же признают. Не того накажут, кто до этого довел сельское хозяйство, а именно корреспондента назначат экстремистом. Комитет Держконтролю може робіць такое у Беларусі. Спадар Мікалай, такое пытанне. Вось сёння Лукашенко акурат узняў гэтую тэму, і ён сказаў, што за апошнія гады ўлады намацалі, якім шляхам развівацца ў жывёлагадоўлі. То бок, замест жывёлагадоўчых фермаў зрабілі молочно-товарные комплексы. Як вы оцениваете іхную эффективность? Бок поўны цикл вытворчасці, так? Я так разумею, там мае адбывацца. Вообще молочно-товарные комплексы это хорошо. И должна была инициатива исходить снизу, чтобы эти комплексы создавались. То есть маленькая фирма вышла на уровень на определенный, когда она смогла стать молочно-товарным комплексом, условно. Да, там эффективность труда, нагрузка на человека меньше и прочее. Но у нас, к сожалению, эти комплексы строятся не для того, чтобы накормить людей молоком, а для того, чтобы просто сделать показуху, что вот есть у нас комплекс. К сожалению, сколько у нас на этих комплексах производится молока, и сколько в целом производится молока на вот этих страшных советских фермах, да? То есть это единичные случаи, эти комплексы. Их не хватает, а даже то, что строится, там нет хозяина. И эти комплексы через 5-10 лет превращаются в те же самые страшные колхозные фермы. Так, а работники зноў будуць ісці пад адміністратыўную і крымінальную адказнасць. Так. Дзякуй вам, спадар Мікалай, за гэтую размову. Мікалай Лысянкоў, эксперт у пытаннях сельскай гаспадаркі, быў з намі на відэасувязі.